біздің Хазрат біздің, ол біздің шекарабыз. Ринат Хазрат Абдалов, ваши аплодисменты. Ринат Хазрат с нами вместе на всех наших больших концертных программах, и где мы представляем ислам. Вы знаете, как приятно, когда люди удивляются, они ничего не знают о мусульманских песнопениях, и когда выходят такие современные хазраты, читают свои стихи, и мы исполняем мунаджаты на их стихи, это очень чувство вызывает гордости. Рахмет, я немножко вас еще беспокою. Рахмет, Бекзоду тоже дали возможность прочесть стихотворение. Перед тем, как я его прочту, буквально скажу несколько слов. Ансамбль Медина прекрасно исполняет, профессионально исполняет песни на многих языках. И не случайно у нас, как у организации «Культуры России», ансамбль Медина был опыт выступления данного прекрасного коллектива в некоторых арабо-мусульманских странах. До сих пор нам поступают отзывы, благодарности о том, что данный коллектив достойно представил, в частности, культуру мусульманских народов России в этих странах. Поэтому большая вам благодарность за это. И, пользуясь случаем, я бы хотел прочесть стихотворение, которое называется «Моя молитва». Я бы хотел, чтобы каждый из нас имел жизненную духовность, веру, которая выражается в наших поступках, в каждодневных поступках, по отношению к нашим близким, к нашим родным, а может быть даже совершенно незнакомым людям. Когда у нас будет сильная вера, тогда и наше общество, и наш народ, и наши народы будут такими же крепкими и будут заслуживать уважения представители других этносов. Поэтому данный стих называется «Моя молитва». «Моя молитва. Ночью пред зарей ты пробудилась в лоне сновидений. Затем, вспорхнув, как птица над землей, помчалась ввысь, быстрее и вдохновенней. И ей шептал: лети, мольба, лети, свети, сверкай, блести при звездном свете, своей любовью купол освети, кружащийся в ночи земли мечети, где с минаретов исполинских гор Творца Вселенной ветер восхваляет, а херувим, присев на косогор, ковры цветов по полю расстилали. А там вдали созвездий ярких вязь украсило все небо Шамаилем, и сонным ангелом, плечом к плечу сойдясь, сошли ведомые могучим Джабраилом. Все в этот миг немало тишине, лишь ангелы, открыв ворота губов, людским мольбам, звучащим на земле, показывали крылья. Но время шло, свет месяца исчез, слеза сверкнула робко на реснице, сон ангелов захлопнул свод небес, блеснув в поля далекую зорницы. Моя мольба, волнуясь и томясь, одна осталась среди тучи дыма и видела, как демоны, смеясь, слово сняв, брели неторопливо. С их тел сочился пот грехов и бед, они харкались мерзостью неверия. Сам сатана, прищурившись на свет, им распахнул бесчисленные двери. Моя молитва, как ей быть теперь? Молиться пред небесными вратами или разбиться о земную дверь, пуганы голодными чертями? Моя мольба, собрав остатки сил, воскликнула, воззвав Творцу Вселенной: Всевышний Бог, взгляни на этот мир, объяв его любовью совершенной. Прости, Творец, нам суетность и страх, гордыню, злость, лукавство, лень, злобу, сомнений зыбь в ослабленных сердцах, что забываем в вечности дорогу. Творец, услышь, сквозь шум и серость дней, исполни все благие пожелания, чтоб души стали чище и сильней, любя Тебя, а не боясь страданий. Творец, дай сил, чтобы дышать, чтобы достигать Тебе угодных целей, чтобы каждый миг друг другу помогать, тянуться к вере из колючих терний. Творец, даруй, прошу недолгих лет, а к милости взываю и подмоги. Очисть сердца, пролив блаженный свет, пускай не тело, а души окрепнут ноги. Молю за всех, Творец, услышь меня, пусти в свою небесную обитель, избавь от пламени ужасного огня, приблизь в свой рай, судья и покровитель. Смеялись черти, глядя на мольбу,
Мол, опоздала, небо не ответит, пост миновал, свет высвободил тьму. Смирись и падай сразу в наши сети. Мольба вздохнула, черти облизнулись, но вздрогнула жемчужная роса, и ангелы ворота распахнули и унесли молитву в небеса. Творец велик, Он слышит наши мысли, коль мы взываем искренне молясь и принимаем испытания жизни, в своей душе с невежеством борясь. Для Бога нет преград и расстояния, Он дальше звезд и ближе, чем глаза. Порой мы сами в приступе отчаяния большой замок вдеваем на сердца. Взывай к Творцу во мраке и при свете, знай, что в душе кипит всю жизнь борьба, но Бог всегда поможет и ответит, раз искренне звучит твоя и ваша мольба.